Здравствуйте, уважаемые партнеры, уважаемые гости. Начинаем наш прямой эфир, начинаем наш День здоровья. Я рада приветствовать вас на нашей страничке. Подождем, пока наши гости подсоединятся. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня знаменательный день. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить всех с Днем Победы. 75 лет назад наши соотечественники победили во Второй мировой войне. И этот день, он имеет большое значение для нас всех, для нашего спокойствия, для нашей счастливой жизни. Наши деды, наши прадеды боролись за наше вот такое вот спокойное будущее. Поэтому поздравляю вас всех с Днем Победы, с этим великим праздником. Здравствуйте, Шамся Ханум, привет из Таджикистана передают. Спасибо за поздравление, вас всех с праздником. Казахстан, Кыргызстан подключается, Узбекистан. Здравствуйте, добрый день всем. Помашем всем. Из Ферганы привет нам передают. Здравствуйте, Санкт-Петербург, Якутия подсоединилась, Астана. Айгуля, здравствуйте. Рада вас всех приветствовать. Еще минутки-две, наверное, подождем и начнем нашу сегодняшнюю тему. Как Шитау, приветствую. Вологда. Здравствуйте, здравствуйте всем. Якутия. Ассалам алейкум, говорят из Узбекистана. Поздравления все отправляют. Спасибо, благодарю вас всех. Здравствуйте, гости из Кызылорды. Я тоже очень ждала эту встречу. Я вас всех люблю. Москва присоединилась. Актюбе, Кызылорда. Здравствуйте всем. Я вообще очень люблю проводить эфиры. Мы уже научились, перешли на онлайн-режим, и это настолько, оказывается, удобно работать с командой, когда в один день вы можете побывать и в Якутии, и в Питере, и в Москве, и в Турции, и в Азербайджане, и в Кыргызстане. Со всеми партнерами общаться через онлайн. Это так удобно, и это так быстро, что... Не знаю, когда закончится карантин, наверное, мы эту практику с удовольствием продолжим. Здравствуйте, партнеры из Астрахани. Бишкектан салам, Бишкек. Так, сейчас я время посмотрю. Еще минуточка и начнем. Джаглабад, приветствую, Каракуль. Уже достаточно гостей присоединилось. Вот из Узбекистана опять привет передают. Бахтияр Аке, Бахтияр Мырза, Джамиля Ханум, приветствую вас. Из Аша привет передают. Благодарю всех за поздравления. Уже 5 минут, наверное, уже можем начинать.
но пока другие подсоединяются. А сегодня мы будем говорить о 3 продуктах нашей компании. Это витамарины и саумал. В первую очередь хочу рассказать о витамарине А. Состав витамарина он состоит из галатурии. Галатурии – это донные животные, которые проводят большую часть своей жизни, ползая по дну. И они распространены во всех водах Мирового океана. Но чаще всего их можно встретить в тропических водах и на коралловых рифах. Известно, что на дне Марианской впадины, наверное, все знают про Марианскую впадину, это самое глубокое место в Мировом океане. Вот. На дне Марианской впадины существует несколько видов галатурий. И даже некоторые ученые считают, что первые, когда спустились на дно Мирового океана в Марианскую впадину, первая экспедиция увидела не рыбу, а именно галатурии. На Земле галатурии появились более 450 миллионов лет назад. Это очень-очень такие, скажем, долгожители, которые появились очень-очень давно. Свое название галатурии или другое название трипанг, еще их называют морским огурцом. Свое название морские огурцы получили из-за схожести по своей форме с огурцом. Они собираются большими группами и ползают по морскому дну. И на глубине 9 километров они составляют около 90% всей фауны морского дна. И они ползают группами в поисках еды. Галатурии лучше других приспособились к выживанию в условиях экстремальной глубины. То есть на такой глубине, как 9 километров, тоже можно очень... в основном, как я уже сказала, 90% составляют всей живности на этой глубине составляют галатурии. Морские биологи заинтересовались галатуриями очень давно, еще в прошлом веке. И исследователь галатурий, один из первых исследователей галатурий, Купер, он изучал раздражение, которое возникает на коже после контакта с нитями, которые выкидывают галатурии, когда чувствуют опасность. И эти липкие нити, они оставляли раздражение на коже. И эти нити, они называются кюверовыми органами. Они выбрасывают эти кюверовые органы наружу, когда чувствуют опасность. И токсины галатурий исследовали такие ученые, как Яманучи и Нигрелли. Эти ученые смогли выделить из галатурий токсин, который впоследствии назвали галатоксином. Экстракты из кюверовых органов, они более токсичны, чем их тело. То есть основная концентрация токсина находится в кюверовых органах. Яманучи обнаружил, что рыба, помещенная в одну емкость с галатуриями, она не болеет до тех пор, пока не повредятся галатурии. То есть, если в какую-то емкость, в аквариум поместить любую рыбу и поместить галатурии, то эта рыба, которая живет по соседству с галатуриями, она никогда не будет болеть. Но если повредить тело галатурии, и из галатурии начнет выделяться токсин, то вся рыба сразу же гибнет, потому что токсин очень сильный, очень ядовитый, и из-за этого ядовитого вещества вся рыба в аквариуме может сразу моментально погибнуть. Ученые даже предложили использовать этот токсин для отпугивания акул, потому что когда акулы чувствуют хотя бы незначительную концентрацию этого вещества в воде, они начинают убегать. То есть они не находятся близко в местах, где чувствуют хотя бы немножко этого токсина. Первым выделил галатурин американский ученый Нигрелли, и это произошло в 1952 году. И оказалось, что галатурин выделяют не все виды галатурий. Первые опыты исследований под руководством Нигрелли в 1952 году
показал, что экстракт кюверовых органов вызывает регресс раковых образований у экспериментальных животных. То есть брали экстракт кюверовых органов и их внедряли в экспериментальных животных, пораженных злокачественными новообразованиями, и злокачественные новообразования они начинали давать обратный рост. И если вспомнить восточную медицину, то в традициях восточной медицины издавна использовалась галатурия как действенное средство против многих тяжелых недугов. Даже их давали людям, которые считались очень безнадежно больными и получали очень хорошие эффекты. Благодаря этому китайское название галатурии созвучно с женьшенем. По-китайски галатурия называется хэйшень, то есть морской корень или морской женьшень. Древние китайские императоры использовали галатурии, настой из галатурии для того, чтобы омолаживать. То есть этот настой из галатурии считался омолаживающим эликсиром. И на протяжении многих веков императорские династии Китая использовали этот настой для омоложения и удлинения продолжительности жизни. Современные научные исследования подтвердили, что ткани галатурии настолько перенасыщены ценнейшими для организма и для лечебной практики, для микроэлементами, которые по биологической активности являются очень сильными веществами. И если вот так вот считать, взять все живые организмы на Земле, то по составу с галатуриями нельзя сравнить ни одно живое существо. По богатству состава, микроэлементами, витаминами и другими полезными веществами ни одно живое существо, ни один известный науке организм не обладает таким богатым составом, как морской огурец. Еще хочу вам сказать один факт. Галатурия – это единственное животное, которое имеет совершенно стерильные клетки. Что это значит? Это означает, что в организме, в клетках галатурии нет ни бактерий, ни вирусов и ничего другого. За многолетний период эволюции эти животные научились очень быстро восстанавливаться даже из 1/3 части своего тела. То есть, если галатурия чувствует опасность, на нее нападает кто-то, то она может просто взять и выкинуть нити, выделить токсин. Если это не помогает, они принимают решение и избавляются от кюверовых органов. Даже если это не помогает, то происходит маленький взрыв, и их тело разлетается. И пока противник наслаждается 2/3 частями тела галатурии, 1/3 часть быстренько уползает куда-то на донышко и начинает выжидает, пока у него не отрастут органы. То есть происходит полная регенерация организма. И это по времени занимает 2 месяца. За 2 месяца из 1/3 части галатурии восстанавливается полностью новый организм. И еще ученые заметили, что каждый орган галатурии может восстанавливаться даже отдельно, регенерировать отдельно. Это является очень уникальным случаем в природе. При употреблении в пищу эти способности морского организма, морского обитателя отчасти могут переноситься на человека.
Это, конечно, не означает, что у человека может вырасти рука или нога или какой-то другой поврежденный орган. Нет. Это означает, что человек может быстро восстановиться после тяжелых, после хронических, долготекущих заболеваний. Экстракт трипанга или морского огурца или галатурии, он очень многофункциональный препарат. Вытяжка из морского огурца имеет очень богатый компонентный состав. В составе вытяжки имеются терпеновые гликозиды. Они обеспечивают антисептические и бактерицидные эффекты. То есть убивают болезнетворные бактерии и очищают организм. Также в составе есть стероидные гликозиды. Это такие вещества, которые затормаживают развитие опухолей. Сердечные гликозиды. Сердечные гликозиды расслабляют и расширяют стенки сосудов. Этим самым они помогают снижению давления. Вообще раньше считалось, что гликозиды – это вещества, которые можно получать только из растений. Но изучая галатурию, оказалось, что гликозиды, они существуют в организме галатурии тоже. Вот сейчас в эфире мне задают вопрос, как называется экстракт трипанга. Он называется Витамарин А. В нашей компании он идет под названием Витамарина А. Вот. Дальше еще какие компоненты. В составе экстракта трипанга есть также хондроитины. Хондроитины, они восстанавливают суставы, хрящевую ткань, они помогают увеличивать подвижность суставов. И также имеется ряд жирных кислот. Про один из них я более подробно расскажу. Это лецитин, который имеется в составе галатурии. Лецитин – это вообще уникальное вещество. Оно, во-первых, разжижает кровь, выводит из организма вредные для нас жиры. Еще одно свойство – он восстанавливает нервные клетки организма. Вообще раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются, но сейчас ученые предполагают, что нервные клетки все-таки потихонечку можно восстанавливать. Также очень хорошие эффекты лецитина при лечении заболеваний печени. Мы раньше лецитин еще применяли при желчекаменной болезни. Оно является одним из самых эффективных веществ в лечении желчекаменной болезни. Вообще камни в желчном пузыре бывают растворимые и нерастворимые. Если вы столкнулись с проблемой желчекаменной болезни, то рекомендуем 2-3-4 месяца в среднем, 3-4 месяца использовать консервативное лечение. И если в желчном пузыре растворимые камни, то с помощью лецитина можно их растворять. И на УЗИ это покажет. Если камни в течение 3-4 месяцев не растворились, то значит они являются нерастворимыми камнями, и уже можно думать об оперативном лечении. Но лецитин очень хорошо в этих случаях тоже помогает. Также очень богата галатурия микроэлементами, такими как цинк. Цинк, он участвует в более чем 200 ферментативных реакциях в организме, биохимических реакциях организма, и очень хорошо успокаивает нервную систему, очень хорошо помогает при улучшении памяти. Потом, если вы видели, наверное, бывают детки, которые очень плохо растут. Так вот, цинк помогает очень хорошо расти детям. Также цинк очень полезен для восстановления клеточек печени и для кожных проблем. Кроме того, кроме цинка очень много железа в организме, галатурии. Это помогает при лечении железодефицитных анемий. То есть витамин А, он очень полезен для лечения железодефицитных анемий тоже.
Йод в составе галатурии, в составе экстракта трипанга, тоже очень сбалансированном количестве и помогает при эндокринной патологии, при проблемах с щитовидной железой, при дефиците йода. Селен. Селен является мощнейшим антиоксидантом, и он в достаточном количестве содержится в экстракте трипанга, то есть витамине А. И его можно как онкопротектор использовать. Также очень много кальция. Кальций, наверное, мы все знают о полезных свойствах кальция, а также очень много фосфора. Фосфор тоже помогает улучшать мозговые функции. Ну, насчет этапов лечения, вот мне сейчас в эфире задают вопрос, я чуть позже остановлюсь, сколько лучше его принимать. Экстракт трипанга также он обладает мощным иммуномодулирующим свойством. Эффект, я сейчас буду перечислять заболевания, при которых можно использовать экстракт трипанга или витамин А. Заболевания сердечно-сосудистой системы – это гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда, различного вида тромбозы. Также при иммунных отклонениях, таких как системная красная волчанка, при гломерулонефритах, очень эффективен этот наш препарат. При онкологических, при этом не зависит от вида онкологии, при любых онкологических заболеваниях можно использовать. Болезнях эндокринной и пищеварительной систем, таких как сахарный диабет, панкреатит, гастрит, колиты, язвенные заболевания желудка и 12-перстной кишки и вообще по всему кишечнику. Также очень хорошо помогает за счет того, что в составе витамины группы А, очень много витаминов группы А, очень хорошо помогает при заболеваниях глаз. Это такие как катаракта, при трахоме, дистрофии сетчатки, при проблемах с роговицей, воспалительные процессы в мышцах, при артритах, при ревматизме, очень хорошие эффекты галатурии. При заболеваниях органов дыхания, туберкулез, эмфизема легких, ларингиты, астма, бронхиты, можете везде использовать. Мне опять в эфире задают вопрос, кальцием интересуется в витамине. Конечно, имеется очень большое количество кальция, так что можете смело назначать. Вот. Также очень полезно при дисфункциях половой системы. У мужчин при аденоме простаты, при половом бессилии, у женщин при различных заболеваниях, таких как миома, фиброма, кисты. Также увеличивает половое влечение, то есть как афродизиак тоже можно использовать. Вот. При хронических заболеваниях почек, печени очень эффективно. При гепатитах, циррозах тоже можете рекомендовать. Также очень хорошо используется в защите от различных инфекционных заболеваний, а также паразитарных заболеваний. Очень важно, что гликозиды, которые содержатся в экстракте трипанга, они имеют выраженное противогрибковое, противодрожжевое действие. Поэтому при грибковых заболеваниях тоже. И также можно применять наружно. И для наружного применения, и внутрь можно применять. Содержание железа и меди в 1000 раз больше, чем в других животных. Содержание йода больше, чем в мясе. И самое приятное, что экстракт галатурии не имеет побочных эффектов. Желательно его применять утром по 1 чайной ложке. Это профилактическая доза. С лечебной целью можно использовать по 1 чайной ложке 3 раза в день на голодный желудок. И курсовое лечение, где-то месяц можете пропить, 2 недельки отдохнуть, и дальше опять можно принимать. И желательно принимать длительный курс.
Следующий наш препарат, витамин В, он состоит из экстракта морского ежа. Морской еж, он относится к иглокожим, и морской еж считается настоящим долгожителем, потому что морской еж способен, некоторые виды морских ежей способны жить до 200 лет, и при этом они не стареют и не теряют способности размножаться. Это вот очень удивительное свойство. И еще очень удивительное свойство то, что их ДНК на 70% сходно с ДНК человека. Вот. Употребление морского ежа способствует умственному развитию. Можете, вот сейчас недавно я уже просмотрела вопрос про это, был вопрос. Умственному развитию, также улучшает репродуктивные способности. Об этом чуть позже расскажу одну историю. Вот. И морской еж, он ест морскую траву, и все, что есть полезное в этой морской траве, у него в организме накапливается. И при этом еще такое у него есть удивительное свойство, что он не накапливает негативные элементы водной среды. Вот. В составе морского ежа также очень много витаминов, микроэлементов. Есть такие витамины, как витамин А, он улучшает зрение, витамин В, все жизненные системы организма. Витамина В12 в морском еже в 4 раза больше, чем в говяжьей печени. В составе есть витамин Е, он нормализует работу репродуктивной системы и улучшает здоровье кожи, ногтей, волос. Вот. Выводит токсины из организма. В составе очень большое количество витамина D. То есть витамин D, он способствует улучшению состояния ногтей, состоянию костной системы. Также в составе имеется кальций, магний, калий, йод, фосфор, натрий, омега-3 и омега-6, которые очень полезны для мозга и для сердечно-сосудистой системы. Ежи существуют более 500 лет, миллионов лет. Они даже более старее, чем галатурии. Появились на 50 миллионов лет раньше, чем галатурии. И за это время, борясь с невзгодами, с вражескими нашествиями, они научились вырабатывать столько антиоксидантов, также веществ, защищающих и восстанавливающих иммунную систему, что можно диву даваться. Морской еж, он стал как бы популярным в последнее время, последние десятилетия, можно сказать. На него обратили пристальное внимание, и он является не только полезным деликатесом, но и очень полезным диетическим средством. Гликемический индекс у него 15, поэтому его можно рекомендовать даже диабетикам. И мы не очень хорошо знакомы с морским ежом. Я не думаю, что большинство из нас принимали их в пищу. Чего не скажешь о долгожителях, известных всем долгожителях японцах. Они очень часто применяют в пищу морских ежей. Мясо и молоки морских ежей содержат незаменимые для человека человеческого организма жирные кислоты, как я уже говорила, омега-3, омега-6, а также легко усваиваемые белки, не считая богатейшего состава минералов. Все съедобные части морского ежа, они являются мощнейшими иммуностимуляторами. Оранжево-красный пигмент панциря, в интернете, наверное, видели фотографии, у них такая красивая расцветка, оранжево-красный панцирь, они являются активнейшим антиоксидантом, обладают общеукрепляющим и даже омолаживающим эффектом. Ученые отмечают положительную динамику лечения этим пигментом больных с инфарктом миокарда, сахарным диабетом,
Также устраняет воспалительные процессы после ожогов. Очень хорошо помогает при атеросклерозе. Продукты из морского ежа пахнут йодом, потому что основная пища морских ежей – это водоросли, богатые йодом. И наибольшей ценностью обладает икра морских ежей. Икра морского ежа и ламинария были когда-то внесены в рацион людей после атомных бомбардировок Нагасаки, после атомных взрывов в Хиросиме и в Нагасаки. И они помогли справиться с ужасающими последствиями лучевой болезни. Икра морского ежа – это природный иммуностимулятор, и это совсем не пустяк в нашем экологически засоренном мире. Безжалостная обработка натуральных продуктов и включение в них опасных для жизни добавок, которые позволяют производителям добиться наибольших вкусовых качеств товарного вида их продукции, эти вещества очень вредны для нашего организма. Что в них входит? Это, что я имею в виду? Это разного рода маргарины, загустители, ароматизаторы, стабилизаторы. Вот эти все вещества, они очень негативно влияют на наш организм. И вот с этими негативными влияниями помогает нам бороться очень сильно морской еж, потому что у него очень сильная детоксикационная функция. Он удаляет из организма ксенобиотики, то есть все токсические ядовитые вещества. Аутоиммунный тиреоидит, да, конечно, при гипотиреозе рекомендуется, потому что богат составом йод. Очень много йода в составе, легко усваиваемого. Что еще можно сказать? Я хотела, кстати, хотела вам одну историю рассказать про морского ежа. Это история про девушку, которая жила в Кемерово и в Краснодаре. И она встречалась с парнем. Любовь была очень сильна, но была одна проблема. Ее парень очень не хотел иметь детей. Они встречались достаточно долго, она мечтала о детях, а он не хотел. И в итоге первый аборт, вслед за этим второй аборт. Когда она делала второй аборт, она осознавала, что это может грозить ей бесплодием, но она настолько любила своего парня, что пошла на этот необдуманный шаг. Но через некоторое время, прошло несколько лет, и жизнь повернулась таким образом, что эта девушка рассталась со своим парнем. Опять проходит несколько лет, мечта о детях не испарилась, никуда не ушла, она начала лечиться. И в это время познакомилась с мужчиной, вышла за него замуж, но где бы она ни лечилась, в какие бы клиники ни обращалась, ей все время ставили диагноз бесплодия, и когда, после второго аборта у нее развилась еще киста яичника, ее оперировали, и после этого поставили диагноз бесплодия. И она очень долго, очень упорно лечилась, но никаких результатов, никаких эффектов не было. И тогда однажды она приехала в Южно-Сахалинск, и на очередном приеме гинеколога она, сидя в очереди, делились, разговаривали, буквально болтали с сидящими в очереди, и она поделилась своей проблемой с женщиной рядом. Недалеко от них сидела одна кореянка, которая прислушалась к их разговору, и через какое-то время она подсела к ним и говорит: «Извините, но я стала невольной свидетельницей вашего разговора. Я хочу вам порекомендовать одну вещь. Если у вас бесплодие и достаточно долго, есть одно средство, которое вы можете использовать и которое, возможно, вам поможет». И она порекомендовала есть икру морских ежей. Есть морских ежей вместе с икрой. Девушка, ее звали Марина. Марина, она
подумала, где же я могу найти морских ежей. Порылась в интернете, и она как раз в это время еще искала работу, и по счастливому обстоятельству, по счастливому стечению обстоятельств, получилось так, что она устроилась, у нее было медицинское образование, она устроилась лаборанткой в Южно-Сахалинский педагогический институт на кафедру биологии. И эта кафедра как раз занималась морскими ежами. И получилось так, что эта девушка каждый день стала есть морских ежей, икру морских ежей от 1 до 3 штук в день. Но учитывая, что на вкус, на запах ей эта икра очень не нравилась, она через силу просто она думала, я этот способ еще не применяла, попробую, может быть, он поможет. И она придумала способ, делала бутерброды, намазывала икру сверху всякими приправами, перчиком, зеленью, петрушку украшала. И таким образом в течение 4 месяцев она питалась морскими ежами. И спустя 4 месяца, в принципе, каких-то внешних изменений, каких-то, чтобы какое-то у нее чувство появилось, у нее, как обычно говорят, допустим, головная боль, выпил таблетки, головная боль прошла. Такого у него она не почувствовала. То есть ей казалось, что она ест, и никаких эффектов нету. Но через какое-то время она пошла на очередное обследование к гинекологу, и очередное обследование показало, что она беременна. И это было настолько для нее радостным событием, и она стала очень сильно беречь себя. В итоге она родила ребенка, правда, 7-месячного, родила сына. А через пару лет, уже не лечась ничем, то есть она 4 месяца лечилась морскими ежами, забеременела, хотя вердикт врачей был 100% бесплодие. Врачи даже мысли не допускали, что она может забеременеть. И она родила ребенка, через 2 года она родила еще одну девочку, в этот раз уже без никакого лечения. То есть это говорит о том, что благодаря богатому составу, благодаря витамину Е в составе морского ежа и другим веществам, которые обладают противовирусными, противобактерицидными действиями, антибактериальными и противогрибковыми действиями, это помогает организму очиститься от разного рода инфекций, готовит организм к деторождению, то есть улучшает репродуктивные функции и помогает нормализовать выработку гормонов. И вот этот вот случай, почему я вам рассказала, потому что когда рассказываете истории, это более запоминается, чем когда говорите просто факты. И я очень захотела поделиться с вами, извините, пожалуйста, этими историями, чтобы вы более более доступно объяснить, насколько уникальны свойства морского ежа. Вот. Что еще могу сказать про морского ежа? Насчет того, что выводит из организма тяжелые металлы и очень хорошо при лучевой болезни, я уже упоминала. Вот. Также улучшает работу центральной нервной системы и нормализует настроение человека. То есть если у людей депрессивное состояние депрессии, то помогает бороться со стрессами. И тут есть, как и ко всем морепродуктам, есть определенные противопоказания. Это непереносимость морепродуктов и также может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому перед применением лучше проконсультироваться со врачом. Вот. Это все, что я хотела сказать про витамины А и про витамины В. Следующий наш препарат – это саумал. Саумал – это парное кобылье молоко, которое сохраняет свои лечебные свойства в течение 2-3 часов.
И через 3 часа оно уже теряет свои лечебные свойства. И некоторые могут его путать с кумысом, но это не кумыс. Он имеет другой сладковатый вкус, на вкус похож на чем-то на растаявший пломбир. Вот. Саумал не просто молоко, это функциональное питание, которое укрепляет здоровье, повышает иммунитет, улучшает сон. Он очень эффективно борется с аллергией, очень хорошо помогает при аллергии, при кожных заболеваниях, предупреждает заболевания такие как грибковые заболевания, кожные заболевания, а также оказывает воздействие в общем на физическое состояние организма. Кобылье молоко, оно относится к альбуминовой группе. Вообще молоко делится на альбуминовую и на казеиновую группу. К альбуминовой группе относится человеческое молоко, кобылье молоко и ослиное молоко. То есть они очень мелкодисперсные, поэтому по составу кобылье молоко очень близко к человеческому, и оно может заменить материнское молоко. Потому что бывают случаи, когда мамочка не может кормить ребенка, или же даже противопоказано кормление грудью, тогда мы можем заменить на саумал, как бы грудное вскармливание. Вот. При каких случаях это можно рекомендовать? Допустим, ВИЧ-инфицированные мамочки рожают здоровых детей, и до 18 месяцев еще неизвестен иммунный ВИЧ-статус ребенка, он может быть абсолютно здоров, не заразиться ВИЧ-инфекцией, поэтому в их питании рекомендуется использовать саумал. Кратко про историю создания порошкового саумала хочу рассказать, потому что саумал в свежем виде, его прям, когда подоили от кобылицы, надо пить теплым или в течение максимум 3 часов. Потом, я уже сказала, оно теряет лечебные свойства, но люди придумали способ сохранить эти свойства, это сублимация. Вот. Завод по производству саумала находится в Казахстане, в экологически чистом районе Карагандинской области. И преимущество завода в том, что лошади, которые дают это молоко, от которых получают, это порода джаби, они живут в естественной среде, совершенно свободно. И это очень положительно оказывается на качестве кобыльего молока. Выбор местоположения предприятий, адаптация лошадей, обучение персонала – все создавалось под четким контролем Ганса Цельмана. То есть Ганс Цельман – это владелец этого завода, он европейский эксперт, и он один из основных производителей кобыльего молока. А технологическое оборудование, материалы – все это завезено из Германии, и оно отвечает мировым стандартам качества. Вот. После Второй мировой войны честь Ганса, вообще история происхождения вот этого вот сублимированного порошка саумала, после Второй мировой войны честь Ганса Цельмана, его звали Рудольф Шторх, он оказался в плену, в советском плену, и некоторое время после окончания войны он жил в советском плену, где он заразился туберкулезом. Его состояние было очень тяжелым, но ему в степях помог один чабан. Он каждый день отпаивал его саумалом. То есть подоит кобылицу, придет, даст выпить 200-300 мл саумала каждый день. И в течение 2-3 месяцев этот человек, этот немец, он выздоровел. И через некоторое время ему удалось вернуться на родину, и после возвращения на родину он стал ярым приверженцем полезных свойств кобыльего молока. И он основал его производство в Германии. Он первым придумал систему сублимации кобыльего молока.
Сейчас Ганс Цольман продолжает дело Рудольфа Шторха, своего тестя, и он является крупнейшим производителем кобыльего молока Саумала. В кобыльем молоке содержится более 40 биологических компонентов, которые важны для организма человека. Это аминокислоты, это жиры, это ферменты и такие микроэлементы, как кальций, натрий, калий, фосфор, железо, магний, йод, сера, кобальт, цинк, кремний, бром, а также витамины А, С, В и фолиевая кислота. Показанием к применению саумала является алкогольная болезнь. В первую очередь алкогольная болезнь, потому что у саумала очень сильная детоксикационная тоже функция. Показан саумал при гепатитах, особенно при гепатите С, при циррозах печени, при хронических гастритах, дуоденитах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических панкреатитах, при дисбактериозах, при дисфункциях желчевыводящих путей, при онкологии. Также замедляет процесс старения организма. Очень хорошо помогает при кожных заболеваниях. Очень хорошо помогает при заболеваниях легких. Это то, что помогает при заболеваниях легких, это живой пример, то, что Рудольф Шторх выздоровел от туберкулеза. И сейчас я хочу вам сказать 7 причин, почему нужно пить саумал. Первая причина – это богатый витаминный состав, как я уже сказала. Богатый витаминный состав за счет того, что есть в составе витамины группы В, очень хорошо помогает в восстановлении нервной системы, успокаивающие эффекты. Вот. Витамины группы С, они помогают, очень хороший иммуномодулирующий эффект дают. Витамины группы А улучшает зрение. То есть саумал полезен для восстановления зрения тоже. Витамин Е очень хорошо помогает тоже, как в предыдущем препарате, при улучшении репродуктивной функции организма, выработке половых гормонов. Вторая причина пить саумал – это идеальное содержание микроэлементов. В саумале, как я уже сказала, очень много кальция, который полезен для нашей костно-хрящевой системы. Очень много калия, фосфора, железа. При лечении железодефицитных анемий можете смело рекомендовать саумал, потому что очень хорошо идет восстановление. В составе есть магний, который успокаивает нервную систему. Йод, кобальт, цинк, бром. Третья причина – это то, что саумал является альтернативой к грудному молоку. Он напоминает грудное молоко, а также как в грудном молоке в нем содержится лактоферин. Это вещество, которое способствует усваиванию железа. То есть при железодефицитных анемиях из-за того, что в составе саумала есть в достаточном количестве железа и в достаточном количестве лактоферин, оно помогает усваиванию железа, то очень хорошие эффекты при железодефицитных анемиях. Также лактоферин очень сильно стимулирует иммунитет. Саумал – четвертая причина, почему мы должны принимать саумал. Он низкокалориен и помогает снижению веса. Вот. Пятая причина – в составе саумала очень много полезных жиров. Это такие, как арахидоновая кислота, линоленовая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в эндокринном обмене, то есть в работе всех наших эндокринных органов, эндокринных желез, и помогает синтезировать гормоны в нашем организме. Шестая причина, почему мы должны применять саумал, это как лечебное питание. И седьмая причина – это удивительный вкус. Кто пил саумал свежим, он может подтвердить, что это такой голубоватый напиток, который имеет очень сладковатый вкус, как будто бы растаявший пломбир. Вот.
И как принимать саумал? Саумал желательно принимать тоже натощак за 20 минут до еды по одной капсуле утром и вечером. В принципе, вот и все, что я хотела сегодня про 3 наших замечательных продукта рассказать. Как вы уже услышали, поняли, что наша компания, она подобрала для своих дистрибьюторов, для нас удивительные препараты, которые имеют очень широкий спектр действия. То есть каждый наш препарат можно применять при различных процессах. Вот. Любое время можно. Здесь я уже начала читать комменты. Курс лечения 30 дней, потом можно сделать перерывчик 2-3 недели, можно курс лечения повторить. Если есть какие-то вопросы, можете уже задавать, потому что у нас до завершения эфира еще есть немножечко времени. Вот. Я буду рада ответить вам. После туберкулеза остался звук, хрип, одышка. Витамарины рекомендую и саумал. Как раз таки по туберкулезу сегодняшняя тема получается и витамарины, и саумал очень рекомендуется применять при таких процессах. Астма с аллергией тоже рекомендую витамарины и саумал. Саумал, он как антиаллергический препарат тоже используется. Ну, про маточное молочко, про другую продукцию будет уже в последующих эфирах. Сегодняшний наш эфир только про витамарины, про саумал. Да, детям тоже можно. Детям тоже можно витамарины. При красной волчанке можно пить витамарины. При бруцеллезе тоже. Так, дружка, отравление с баклажаном. Не может нормально говорить, пить. Ну, можете порекомендовать и витамарины, и саумал, и как очистку, и выводит, вообще наши витамарины, они выводят любые токсины, вредные вещества из организма. Особенно витамин В можете порекомендовать. Длительным курсом витамарины можете давать. И рассеянный склероз тоже можете давать. Витилиго с 10 лет. При витилиго это вообще 10 лет или с 10 лет? Уточните, пожалуйста, потому что витилиго, оно бывает истинным и ложным. Истинное витилиго встречается всего в 3% случаев, а ложное витилиго – это нарушение пигментации кожи вследствие каких-то нарушений, приобретенных нарушений. Зачастую это паразитарные инвазии, какие-то поражения печени токсинами после паразитарных инвазий. И в лечении обычно мы всегда, я очень долго занималась проблемами витилиго с 2006 года. И обычно, когда начинаете лечить, схема лечения такая, что сначала противопаразитарная очистка, в этом нам очень хорошо помогут наши витамарины, и потом рекомендуем гепатопротекторы, учитывая, что витамарины наши являются и как противопаразитарными, и как гепатопротекторами, это даже еще лучше 2 в 1 получается. Вот. И только потом можно давать витамины на кожу. Но учитывая, что в составе и витамина А, и витамина В, и даже саумала есть такие вещества, как цинк, в витаминах еще есть такое вещество, как медь, оно очень хорошо помогает при борьбе с витилиго. Но единственное предупреждение, когда не было каких-то воздействий извне на очаги поражения, то обратное развитие бывает легче. Если витилиго пытались лечить различными способами, то
лечение, оно немножко тяжелее, и первые 3 месяца количество пятен, оно может расти, увеличиваться. Потому что все, что не выходит через выделительную систему, через кишечник, через почки, выходит с потом. То есть лимфатическая система у нас работает, выходит через кожу с потом. И первые 3 месяца в лечении витилиго появляются пятна, и увеличивается количество пятен, потом они постепенно уменьшаются, но лечение очень длительное, как минимум 1,5–2 года. Так, после отравления консервации, паралич конечностей, речь пропала. Могу порекомендовать наши витамарины, могу порекомендовать также натокиназу со спирулиной. Ну, при пороках сердца тоже можете давать. Гепатит после операции, саумал. Можно, конечно, можно. При раке шейки матки. Витамарины длительным курсом. При бруцеллезе тоже. Ну, при аллергических каких-то состояниях саумал лучше. Обязательно ли делать перерыв во время курса витамарина? Ну, можете не месяц, а 2 месяца попить, потом сделать перерыв. Но желательно небольшой перерывчик все-таки сделать. Так. Саумал можно деткам с любого возраста, в принципе, можете давать. Витамарины можете с 3 лет давать. Витамарин В с 12 лет можете давать. При сахарном диабете можно и витамарины, и саумал. Шум в ушах можно. При алкоголизме очень хорошо помогает. Саумал вообще одним из ключевых может для детоксикации печени являться при лечении алкоголизма. При проблемах с сетчаткой витамин В можете. Ну и про витилиго я уже подробно рассказала. При системной красной волчанке можете витамин В рекомендовать. Ну, связаться у меня есть 2 группы тренинговые на узбекском, на русском языке. Через Telegram можете связаться. У всех лидеров есть мои контактные данные. Что-то, быстро пролетает, не успеваю прочитать. При женских заболеваниях, эрозии, воспалении, конечно, можно, потому что витамарины, они очень сильным антибактериальным, противовирусным, противогрибковым эффектом обладают, а при женских проблемах там зачастую и грибковая инфекция, и вирусная, и бактериальная инфекция может быть, поэтому очень хорошо помогает. При нейрофиброматозе, девушка 20 лет, тоже можете рекомендовать, но все-таки длительные курсы. Как я уже вам рассказала историю, когда применяете витамарины, не ждите, что вот вы выпили ложечку, неделю попили, и у вас какие-то яркие результаты начнут появляться. Наша девушка, которая вылечилась от бесплодия, которым страдала много лет, и от которого неэффективно, очень долго, упорно лечилась, она никаких каких-то внешних проявлений не почувствовала.
Но, тем не менее, витамины, они свое дело в организме делают, они по чуть-чуть начинают постепенно в течение продолжительного времени восстанавливать каждую клеточку организма. За счет этого вы каждый день, из-за того, что по чуть-чуть восстанавливается, вы уже к каждому сегодняшнему, завтрашнему состоянию привыкаете. Поэтому таких эффектов, как от аптечных препаратов, например,